Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину и узнаем, что он думал о вас в последнее время и что надумал на сегодняшний день. Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину. Назовите его по имени, представьте, вспомните, как он выглядит, как он пахнет. Загляните в его глаза и попросите его нам честно рассказать, что думал и что он надумал. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какой интересный, нервный мужчина вышел к нам сегодня. Девочки, но вы делаете ему нервы, честное слово. Да, он, кстати, думает о вас и, скорее всего, тоже вот какие-то движения руками, да, у него прям вибрации по телу идут. Эмоции зашкаливают и переполняют. Так, что он думал о вас в последнее время? А он в шоке. Он был в шоке в последнее время. Что-то с вами происходит. Как-то вы поменялись. Что-то поменялось в вашем взгляде, в ваших словах, в тембре вашего голоса. Какая-то вы стали другая. Вот он смотрит на вас и понять не может. А что произошло? Что с ней произошло? Где делась эта моя маленькая девочка, которая была готова со мной и в огонь и в воду, ждать меня до бесконечности, там, ублажать, ухаживать, с доверчивым взглядом, да, смотреть на меня. Где она делась? И кто теперь передо мной? И это какая-то суровая женщина, амазонка, сильная, независимая и самостоятельная. Я ей не нужен. Что же мне теперь делать? Горюшка-то какое. Точно прогонит. Точно кого-то себе другого нашла. Вы знаете, у него такие эмоциональные качели из-за вас были. Вот у кого-то мужчина 100% пару раз просто в зюзю напивался из-за вас. Из-за того, что понять не может, что с вами происходит. Что подменили. Зачаровали. Что с ней произошло? А разгадка ведь простая. Ой, какая простая. Я ведь вижу, что с вами происходит. Вы просто от него устали. Вы устали его ждать. Вы устали ждать его решений, его каких-то конкретных шагов. Просто уже ничего не ждете. Думаете, да, будь что будет. Будь что будет. Все. Не могу. Вроде как понимаю, что и оставить тебя не могу. Нравишься ты мне, люблю я тебя. Вот хоть какой ты противный, все равно люблю. А с другой стороны, что же я столько времени на тебя трачу? Что же я нервы свои на тебя трачу? Не хочу я так больше. Вы стали больше времени уделять себе. И правильно, девочки, делать. Вот смотрите, да, чуть от него отошли на полшага, и он прям аж забеспокоился, зашевелился. Прям аж волосики на голове зашевелились. А у кого из мужчин нет волосиков, так там, знаете, как кожа ходуном на голове ходит. Что происходит? Ой, что происходит? Девочки, я вам сейчас секрет раскрою, только не падайте. Он за вами стал следить. Следить, девочки, кого-то даже просит, чтобы за вами следили. Справки наводит, расспрашивает, что знаешь про эту женщину, с кем ты видел, с кем она там ходит, общается. Да, вот такая вот история. Вы же посмотрите, у меня рисунок
на правую сторону сдвинулся, на вашу сторону сдвинулся. Я вас, мои хорошие, поздравляю. Это победа, это ваша победа, ваша безоговорочная победа, ваш, мои хорошие, триумф. Все, мужчинка, вот, смотрите, уже эмоционально вам уступил и сказал: ты меня сделала, все, я к твоим ногам падаю. Как говорится, повинуюсь тебе во всем и всегда. Так, смотрите, у него тут даже пятерка вышла. Он сам в виде пятерки сидит весь, скрючился, скукожился. Ой, ой, какой он недовольный, девчоночки, ой, недовольный. А вы знаете, вы ведь ему в новом свете открылись. Вы ведь, когда собой стали заниматься, у вас и осанка появилась, и какое-то прям свечение в глазах пошло. О, он такой вас никогда не видел. Он даже не подозревал, что вы такой можете быть. Ох, порвали вы этого мужичка. На такие маленькие кусочки порвали. Смотрите, здесь два человека, с кем он постоянно обсуждает вас. Обсуждает, плачется, конючит. Господи, такие истерики прям у него бывают из-за вас. А эти два, значит, человека на него смотрят, ну и подсказать ничего не могут, посоветовать ничего не могут. Ну, утешают как могут, и все. Я так понимаю, что там чарочку ему предлагают. Вот, в качестве утешения. Он, так смотрите, с ними и сопьется. Да, такой риск есть. Конечно, спаси и сохрани, но тем не менее, девчоночки, что-то не нравятся эти два субъекта. Какие-то они никакие. Пьянство только одно от них идет. Так, еще момент. У кого из девочек действительно новые интересы появились? Может быть, какой-то ухажер появился, может быть, вы в интернете с кем-то стали общаться. Я вот просто вижу, что кто-то делает вам хорошее настроение. Ой, берегите этого человека, ой, берегите. Если же он узнает, что у вас другой человек, ой, будет его искать, будет за ним гоняться, ну и будет применять к нему грубую физическую силу. Пожалейте этого человека, либо прячьте его понадежней. Я понимаю, что это не у всех, но вот у кого-то из девочек точно другой мужчинка. Ну, может быть, вы его не любите, может быть, и не сильно нравится, но вам с ним хорошо, просто интересно, да, пообщаться, там, принять его ухаживание, как развлечение у вас. Даже не развлечение, а отвлечение от ваших основных проблем. Ой, может достаться мужчинке, ой, бедненький, жалко его. Так, еще что он думал о вас? Ну, думал о том, что время пришло. Время пришло каких-то либо серьезных поступков, либо серьезных решений с его стороны. Он больше не может, скажем так, откладывать, отматывать. Понимает, что вот каждый вот этот день бездействия с его стороны, он вас очень сильно разделяет, очень сильно. Но вот у кого-то мужчина прям чувствует, что вы в нем разочаровываетесь и боится этого момента. Боится, что вы его, ну, не будете больше воспринимать, да, так и скажете, ну, я уже все видела, ничем удивить ты меня не можешь. Спасибо, на этом ты свободен. Вот этого очень боится. Аж до слез боится такого момента. Но видите, как сам его провоцирует. И сам же себя за это ругает. И сам же себе клянется, что все, я больше так делать не буду. Все, я буду теперь хороший, я буду теперь любящий. Ну, посмотрим, время-то покажет. Значит, что он надумал на сегодняшний день? Ему очень хочется вас допытать. Ну, прям, да, разговор, непростой разговор. Он уже там и вопросы себе задумал, какие нужно задать. Даже какие-то уловки придумал. Но будет искать правды, будет выспрашивать. Но он одного не учел, что вы не захотите отвечать на его вопросы. Либо будете отвечать так, что ему еще хуже станет. Что он аж себя не по себе почувствует от ваших-то ответов. Так, надумал он еще вас чем-то подкупить. Но у кого у мужчины деньги есть, тут какой-то дорогой подарок. Однозначно, очень дорогой подарок. Что-то прям такое ценное, бесценное. И, в принципе, вам, возможно, и не очень нужное. Но вот прям скажет: смотри,
И я тебе такой подарок купил, Господи. Не каждая женщина от своего мужчины даже там и полстоимости такого подарка видела. А у кого мужчина не очень зарабатывает, да, либо не располагает какими-то свободными финансовыми средствами, то здесь, скорее всего, мужчина будет вот по дому суетиться. Так, знаете, там готовить, убирать, там плинтус прибьет, карниз повесит, да, ну какая-то такая мелкая бытовая работа. Типа, смотри, я нужный, я важный, я полезный, я работать умею. Вот ты меня даже не просила, либо ты всего лишь меня 101 раз попросила, а я ведь сделал, смотри, не 1000, а 1, да, я сделал. Вот прям себя будет рекламировать и нахваливать. У кого-то еще отыграется, что мужчина, может быть, ваша родственница, может быть, ваша подруга, да, вот подговорит ее, чтобы она вас запугала, что вот, не, ты что, не отказывайся от него, ты же одна останешься, а он мужик, что надо, да, и даже какую-то рекламу бы ему сделала. Ой, ну вас, девочки, ждут невероятные сюрпризы со стороны этого мужчины. Он как жонглер в цирке, понимаете? Он не знает, как правильно, ну, либо не умеет, как правильно. Поэтому будет хвататься за любую возможность, чтобы вас не отпустить. И чтобы, ну, как место рядом с вами застолбить. Да. Ой, тут цирк, действительно цирк у вас с этим мужчиной будет. Какой он у вас странный, честное слово, странный. Вроде и человек неплохой, как чего-то не хватает. Чего-то ему действительно не хватает. Так. Что он реализует из того, что задумал? Ну, подарок реализует 100%. Здесь подарок будет. Подарок и будет разговор. Но не так, как он хочет разговор, а так, как захотите вы. Вот, он, конечно, будет пытаться навязать свою линию разговора, но вы так прям отринете, и будет так, как вам удобно. Ой, девочки, ну вы его сделали. Вы уже его сделали, еще доделаете. Поверьте, все, он у ваших ног. Вы его дожали. Вы думаете, что он вами не интересуется. Ой, вы ошибаетесь. Ой, как же вы ошибаетесь. Поверьте, еще пару дней, ну, у кого-то там день, у кого-то 3. Вот, и вот мужчинка все полностью растает, полностью размякнет. И, как говорится, лепи, что хочешь. Это ваш триумф. Я вас поздравляю. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.